была информация, что на 3000 кубов только вам выделили нормативы, да? Да. А заявку на сколько отправляли? Что? А заявку на сколько отправляли? Ну, заявки сейчас, заявку что мы? Да. Мы заявку в прошлом году вот по бюджету сейчас точно не смогу сказать. На увеличение бюджета сколько давали, да? Но в настоящее время идет работа над тем, чтобы увеличивать объем по откачке в связи с тем, что у нас снег в этом году действительно очень много. Ну как сказать, аномально уже большие эти. Нет, ну если снег аномально большие объемы, то вам должны были минимум на вот эту процентовку увеличить на текущий год. Когда рассматривался бюджет, никто этого не мог предположить, да? Поэтому именно сейчас комиссия по чрезвычайным ситуациям будет рассматривать об увеличении бюджета. Есть же Но резервный фонд главы. опять-таки ничего обещать не хочу. Знаете, над этим мы сейчас только работаем. Хорошо. Ну, остальная информация, вот, в принципе, у корреспондента есть, у нее получите. Мы сейчас очень долго здесь стоим. Хорошо? А итог состояния какой? Что? Итог состояния какой? Что людям людей что-то изменится к лучшему? Ну, прямо сейчас обещать об этом ничего не могу. Изменится в каком плане? Возьмутся, застроятся? Или как? Ну, например, увеличите объемы норматива, Ну, начнете выгребать. Об увеличении объема всегда работают. Вы же сами в курсе, как это работает. Сейчас же вот снег там вообще вот там, например, вообще не вывезен. И еще стройка чуть выше. То есть сейчас чуть подтеплеет и под них вода пойдет. Ну смотрите, опять-таки по вывозу снега, вы же сами тоже в курсе, да, откуда у нас объемы. У нас объемы намного меньше даются, чем по факту. Всю площадь мы не можем охватить. Да? Но за эту площадь говорили вам с 1 февраля. Именно за эту площадь. Насколько она важна ее, чтобы вывести. Это же стройка. Тем более, мы же люди не должны отвечать за то, что наши дома... Именно потому, что вы вопросы поднимали тогда изначально, да, вот с 1 февраля. Да. Я помню, 2, по-моему, да, с вами 2 встретились, февраля да? первый разговор у нас состоялся. Да, о снеге и о самоврезках сразу встал вопрос. Именно поэтому мы в этом году провели работу по 17 дворовым территориям. Я понимаю, все мы не охватили, но в настоящее время мы имеем то, что имеем. То есть из внебюджетных средств, то есть привлекая другие организации, в этом году провели работу по вывозу снега. Вы понимаете, что вы основные дворы, которые мы вам указывали, Меркурий, там утопаешь, извините, по пояс в снегу. Почему? На дороге. Смотрите, нет, 47-й дом, 49-й, стройка Джода. Буквально через 4 дня там будет блокирован весь выход, водой залито. Вам не кажется, что на будущее хотя бы, что когда вы планируете такие работы, конечно, привлекать надо местных жителей, которые точно знают, где у них озера образуются? Да, и где блокировать во всех группах WhatsApp, каждые адреса, которые смотрят каждый год, скидывали по адресам. Смотрите, аналитика, безусловно, будет делать. Аналитика после окончания трехмесячника обязательно будет делаться, где у нас были сильные стороны, где у нас были слабые стороны, где у нас больше всех топило. Какая аналитика? У вас вот старожилы здесь, которые это знают, которые каждый год наблюдают. Они вам, дайте им час времени, они вам все распишут. А что смотреть? Вы пройдите сейчас, где Меркурий. У меня Мы ребенок сегодня письмо там на имя утонул. мэра писали. Что значит ребенок утонул? Ну, она пошла через двор 47-49, который я говорю, где плантация снега. А там выходит дорога через Ладно, я Меркурий. немножко опаздываю, хорошо. Не Вы надо, не хотите стойте. услышать про Да. то, что как на вашей территории? Да. что А ребенок- там, Мы сейчас нет, а разговаривали там об просто, этом. понимаете, вот Сейчас снег, 30 который подтаивает, Хорошо. и большой слой снега, вот эта дорога Меркурий, во дворы, которая Хорошо, идет. всем до свидания. И она провалилась у меня, мы ее оттуда вытаскивали. Сколько лет ребенку? 13 лет. Мы вас ждали. У меня дочке 13 лет. Вчера машина там побоялась Я ехать не через депутат. в этот двор, потому что там очень много снега. И зря Василий Егорович убегает, потому что за этот двор со 2 февраля, я говорю, я пишу о нем каждый день в группах, что это крайне необходимо именно убрать вот этот двор. Елена Вячеславовна, а по поводу вчерашнего случая ребенка выловили? Выловили Да, слушай. вчера на улице Пионерская, это Да. дорога, ведущая в школу 27-ю. Мальчик тоже по пояс провалился. Его вытаскивала женщина, Да, и- он нахлебался воды. Елена, вот соседка моя с космонавтов 13/1, она шла в школу и вытащила его прямо вот так вот по пояс. А про эту дорогу я также с 1 февраля говорю, нужно ее убрать. Снег с обочин, нужно ее посыпать. Это школьная дорога, ее нельзя бросать.
Туда приезжали комиссии, сам лично Пинигин приезжал, вот походили, посмотрели. Я говорю, вот с обочины снег хотя бы уберите, там нет бордюров, там нет тротуаров. Там просто и наледь дорожная. Просила убрать 2 месяца снег убрать, и с обочины снег вообще убрать. И дорогу отсыпать, чтобы дети могли ходить не между машин, а хотя бы по обочине. В итоге дорогу грейдером прошли, расширили, снег на обочину сгрузили. Там еще идет сточная канава открытая, которую я тоже прошу закрыть, потому что дети туда могут нырять, я сама лично Конечно, туда вытаскиваю. они же дети, да. и им же не И в объяснишь, итоге что вчера там ребенок утонул в луже, который, ну, почти он поскользнулся, упал, нахлебался воды, его оттуда вытаскивали. Ну, 2 месяца просили, и даже на отчете у Феликса Романова звучала тема за эту дорогу. Чтобы подготовили как-то, чтобы ее очистили от снега, от наледи. Вот. И в итоге вчера мы проехали с нашим председателем Совета отцов нашей школы, Андреем Ивановичем. Он посмотрел все эти лужи, он вечером договаривался с откачкой машин, чтобы сегодня откачали лужи к прилежащей дороге к школе. Ну почему школа должна этим заниматься? Когда, извините, мы свой двор убрали, мы двор подготовили для детей. Но школа не обязана отвечать за все дороги, по которым ходят наши дети. Я видел видео подходов к вашей школе. Да, поэтому, знаете, вчера в школу было миллион звонков, и заучи наши, вместо того, чтобы заниматься учебным процессом, они решали вопросы с этими лужами. Но это действительно, это что такое-то? Хотя 2 месяца подряд шел разговор, уберите снег с обочины и отсыпьте нам дорогу. Мы написали нашему Григорию Евгению Николаевичу письмо, и наше письмо почему-то упустили опять управе. Да? Управа здесь присутствует и говорится, вы же знаете, что они на все занижают. Да. И также Вот было видите. еще обращение написано, как вот видим, что нарушение. И также мы написали еще дополнительно в прокуратуру. Ждем Да, ответа. с прокуратуры еще как бы сроки не вышли. Вот ждем просто ответа. сейчас буквально неделя, и весь 2-й, 4-й, 17-й квартал. Да, вы видите. Мы будем плавать вот на Ваши лодках, дворы как еще на стоят, Октябрьской. а Вообще, вот я бы Октябрьской. очень хотела. Тоже такая проблема, наверное, знаете, везде в СМИ выходит, да, и жительница вот с Пионерской 16 вот дробь Вчерашний 1. репортаж. Вот, Репортажи вот тоже неоднократно дом идут. 2 месяца просим. 2 вот месяца убрать. 2 женщина. месяца тоже просим, и пользы 0. Через окно женщина домой 2 Вчера месяца ходит. врач Ну, это ужас. вызвала врача, врач не могла зайти. Врач Да, скорой я заходила затоплено, да. через окно. Видел я это фото. Да, Да, вот да. эта жительница наша. И получается вся проблема. Это вот в этом доме, что ли? Да, Да. 16 Вот дробь этот 1. дом, а топит вот с той дворовой частной территории. Причину найти затопления они не могут. Дорогу. Я вам покажу школьную дорогу, непосредственно по утрам, извините, очень много детей наших первоклассов. Там нет ни тротуаров, ни бордюров, ничего. И открытая сточная И канава. вот здесь дети ходят. Здесь тоже дети ходят. Здесь тоже дети ходят, да. Здесь у нас социальные объекты. И школа, и детский садик, И поликлиника. и поликлиника. Очень много детей. Здесь автобусы не ходят, но здесь ходят машины. Вот посмотрите, что происходит. Я просила убрать элементарно снег с обочин и отсыпать дорогу. Вот что я просила. Хотя бы. Говорю, а летом уже решить вопрос с тротуаром. Ну, вот здесь вот. Пойдемте я вам покажу открытую сточную канаву, которую никак закрыть уже у нас не могут. Видите? 2 плиты положили. Когда я просила закрыть канаву, 2 плиты вот тут положили. Вот она открытая. Вот этот снег, да? Вот она так вся до школы. Канава открытая. Что говорят, когда пропаривать будут, чистить ее? Ничего не говорят. Вообще ничего не говорят. Притом она закрыта снегом. Мало ли, вот сейчас здесь разольется, да? Ребенок наступит, она очень глубокая, очень глубокая. Это вот сейчас еще детей нету, а когда дети идут в школу, тут страшная картина, если честно. Особенно по утрам, когда везут детей в детский садик, идут первоклассники, вот так вот получается один поток машин и детей. Это сейчас... Не просто так вот смотрите, какие почти грузы у нас тут. И это журналисты. Вот видите, смотрите. От двора до двора. Где здесь должен ее пройти ребенок? Дотяните, вот смотрите, вот там выйти, все за это. Здесь. А машина даже объезжает, получается. Да, за этот участок дороги мы говорим вот 1 февраля, ну я почему говорю с 1 февраля, ну как стал новый глава наш. Да, вообще мы говорим намного раньше. Но я беру отчет с того момента, как вступил наш новый глава на пост. Поэтому
послезавтра растает, и здесь тоже будет лужа. То есть буквально день-два, и уже даже вот так мы не пройдем. Здесь где ребенку обойти, вот он идет в школу, где ему обойти этот участок? Вот в этой луже тонул ребенок, да? Лена, с какой лужи ребенка вытаскивали? Там надо в группе скрины поискать. Где-то написали большую лужу, я не знаю. Ну здесь, в принципе, он не мог, тут вот видите, пока где обойти, но тут снег. Вот вы стоите? Нет, он подскользнулся. Да, он поскользнулся и упал. Сейчас уже Вот здесь немножко нет. подтаяло, рыхлое стало, а утром, когда И вот здесь, получается, если это растает. Давайте отойдем. 5 секундочек, подождите, пожалуйста. Все затопляет. Вот у нас уже начинает подниматься вода. Это вот мы отдавливаем постоянно. Я сама лично отдавливаю нынче все. Без всяких дворников. Потому что у нас их здесь нету. Дом покосился. Да, мы в такой дом в 79 году переехали. Вот такой у нас здесь и был. Дом здесь покосился. Люди повесили вас на дерево свое. Проходите. Проходите. Да. Проходите, проходите, проходите. Проходите, все место хватит. Хоть и маленький. Вот смотрите, вот мой дом. Вот я я же это не приготовила для всего. Я вот здесь вот так вот сижу, вот так вот. Потому что невозможно. Вы пройдите сюда, пройдите, я все уберу, пройдите. Ну, то есть у вас под вот наклоном здесь все. я вот так вот сижу. Вот. Я вот здесь вот так вот все сижу. Вот здесь вот у меня все на чурках стоит. Вот, смотрите. Вы думаете, я обманываю, что ли? Я не могу, у меня сколиоз спины уже, понимаете? Вот, на кухню пройдите. Слушай, здесь У меня просто... градусов 15, наверное. Наклон, да? У меня, например, просто уже не хватает сил. Вот все у меня на чурках стоит. Что слева, что справа. Вот. А что-то известно о признании дома аварийным? Нет, он Обращались? аварийный у Он нас, с аварийный. 18-го года аварийный. И Но просто когда вспоминаете, расселят уже, понимаете, сил вам нет. какие-то даты обещали? Чего обещали? Какие-то даты обещали, что дом Нет, стоит? дат каком-то- никаких не обещали. Года так плавают, от типа вы 18-го признали до после 23-го, до 2017 25-го, теперь до 32-го. А доживу ли я до этих лет-то? Мне-то уже 67 лет. Как вас зовут? Я же уже не молодая. Вас Все как вас вот. зовут, пожалуйста? А? Вас как зовут? Надежда Николаевна Иванова. Мама моя приехала с отцом сюда в 55-м году в Покровский, на Покровский кирпичный завод поднимать его. А мы вот, получается, здесь, в этих трущобах, в развалинах. Вот вы пройдите вот отсюда, вот до окна. Ну, вот. да, чувствуется. Чувствуете, да? Вот смотрите. У меня вот специально подушки подшиты, вот так вот подшиты, все вот так вот подшиты. И вот здесь вот так вот лежат, потому что я кушаю с этой стороны. Я не могу сидеть, понимаете, никак. Ну, то есть у вас вот перекос идет, да? Идет везде перекос. Вы же вот чувствуете Ну, сами, да. как вы поднимаетесь. Выше, Вы пройдите, ниже, пройдите, вы ниже, пройдите ниже. вот сюда. Просто Так, а я пройдите. же- Ощутите это на себе. Ощутите. Вы думаете, я вас обманываю? Кто что ли? обманывает? Мы же прекрасно видим, Видеть одно. как в гору подниматься. Да, как в гору. И посмотрите, какой маленький мужчина стал. Хочется еще на старости-то пожить. Да ну, я вас что, прекрасно понимаете? понимаю, я сам жил на Пионерской рядышком. Ну, когда мы сюда переехали, во дворах было хорошо. А вот эта вот косина, она почти сразу вот и была. Ну, а сейчас она еще вообще, вот дом проваливается, вот сюда вот весь, в середину. На первом этаже что творится? У них топит, наверное, да, вообще? На первом этаже, да, вот топят квартиры. Сквозняки из-за перекоса возникают? Ну, конечно, вы же видите, снаружи я утепляла дом. Снаружи утепляла дом. Потом замерзали мы тут сколько. Пока в прошлом году, спасибо, правда, Юнион, я ничего плохого не хочу сказать.
директор во главе с инженером, они пришли, тут мне стояки заменили туда на первый этаж, и у меня стало тепло. Что было, то было, честное слово. Смотрите, вообще, обратите внимание. Метла, соблюдайте чистоту, полезно не смотрите. То есть люди даже в таких обстоятельствах пытаются по-нормальному, по-человечески. Вот видите, какая косина. Люди поставили двери, сколько мучились. То есть у нас же любят выставлять тех, кто живет на окраинах, чтобы сами такую же заслужили. О, Вот уже начинает нас топить. Вот колодец уже, видите, он уже... О, тут воды вон. Море. Все уже вот... а эти квартиры заселены, да, здесь живут? Да, конечно, здесь снимают, правда, квартиры. Ну, Но ясно. какая разница, люди же, все равно же люди. Да. Топит дом уже, Вот короче. начинает нас уже топить, ребята.